Minä tulen. Lokvoli. Lokvoli. Voli. Unlock. Tulen. Unlock. Hyvä. Tulen unlock. Ну вот и все, ребят. Буран стоит на бревнах. Если резкая заморозка будет, чтобы в снег не прилип буран, так я поставил, пускай так стоит. Фух. Вот это да, вот это погода. Хатлан. Погода так погода. Хоть отжимай рукавицы, перчатки-то есть. Опять я весь сырой. Надо снег убрать, выходить, и не знаю. Бесполезно, наверное, сегодня что-то думать о работе, о рыбалке. Минуту. Но сегодня никуда уж мы не пойдем. Надо подсушить лыжи. Туланчик из будки вылез. Спишь, охотник? Отдыхаешь?
немножко поработали. Одну крышу очистили, снег там, ну, сантиметра 20 я снега оставил, чтобы лопатой не задеть рубероид. Если заденешь, там дырка получается. А это уже ничего страшного, что там немножко снега осталось. А вон, смотрите, на крыше сколько вон. Вот видите? Сейчас вот вкратце давайте измерим, сколько снега. Вот если с уровнем вот этой будки. Давайте вот посмотрим. Примерно. Вот. И сейчас я спичечным коробком померяю. Так, примерно, чтобы знать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 сантиметров, 55, ну-ка, Тулан, 60, 65, 70, 75, 80, 85 сантиметров. 85 сантиметров, это уже уплотненный снег. Вот. Местами где-то 90, где-то метр. Здесь вот 85 сантиметров. Так что немало. И думаю, больше, чем в прошлом году. В этом году снега. Это, считай, сейчас уплотнился уже с настом снег. А если пухляк, еще можно прибавить 20 сантиметров. Где-то метр снега за эту зиму выпал у нас. Как в Сибири. Как в Сибири, действительно. Сейчас я буду продолжать, пока не надоест. Еще почищу снег с крыши избушки. Тут тоже вот 80 сантиметров. В принципе, крыша сделана, она крепко стоит сейчас. Я уже переделал, одна слабинка была, там немножко сломалась, там бревна, но я укрепил все сейчас. Это выдержит. А амбар и баня, это на следующий приезд я буду чистить. В принципе, там крыши доски толстые. Нормально. Ну и посмотрим, что завтра как будет, если не буду рыбачить, буду чистить снег. Если буду рыбачить, то уже на это время у меня не хватит. Завтра уже обратно поедем домой. Вот такие делишки.
Для первого раза, думаю, хватит. 2 крыши почистил. Навес и изба. Вот как выглядит в данный момент изба. Ни окна, ничего. Вот до крыши снега. Так, погода что-то и не хочет меняться. Еще снегопад идет и тепло. Блин, как же быть? Если заморозков не будет, не знаю, как я буду добираться до дома. Набивает буран, в общем, жестко. Хоть бы прояснилось и похолодало, одним словом. А я отдыхать. На сегодня шабаш. Я больше никуда не пойду, ничего делать не буду. Буду отдыхать. Тулан уже в будке. Тулан. Он вылазит из берлоги. Как медведь вылез. Лох, любит, что дай поласкаю, иди ко мне, иди. Лениво так идет. Разбудили пацанчика. Спал. Ночь еще длинная, выспишься. Да. Вот так. Сейчас я тебя накормлю и дальше отдыхать. Да, Талан? Накормлю и дальше будешь отдыхать. В 7 часов вечера коротаю вечер в одиночестве, слушая радио. И вот однотонна какая-то музыка. И вот смотрим, какие волны тут ловят. В Москве 19 часов 6 минут. Даже какая-то русская волна. Нашел русскую волну. А в остальном все. Начинаем с темы, которая остается в центре внимания с конца прошлого года. Коронавирусом в России нет. Это последние данные. Короче, какой-то канал, какая-то волна, по-русски говорят. А так в основном все иномарки. По советам, вот у меня тут заземление. Один подписчик посоветовал этот провод подсоединить на батарейку, на минусовую. И вот на батарейке минус. Ну вот туда я подсоединил.
И особо роли никакой не играет. Ничего не поменялось. Раньше, ребята, обычный альпинист у нас был. И волны разные ловил. Там маяк. Обычно дед у меня слушал. Там какая-то развлекательная, все время пели песни, там не помню какая волна. Молодежная волна вроде как называлась. Вот эту волну слушали. Почти все там были русские волны. А сейчас на радио ничего послушать не можешь. Все время какие-то иномарки слышно, и бывает еще Первый канал у нас тут ловят. Ну, вот в таком месте мы живем, что ни хрена не ловит никакие волны. А скажем, если 60 километров от села в сторону города отъехать, уже там, конечно, радио ловит всякие волны. А здесь уже все, тупик. Ничего не ловит. Ну вот, второй день закончился, будем считать. Рассказывать больше ничего не буду сегодня. Буду отдыхать. На этом все. Встретимся завтра. Завтра уже, если погода позволит, будем рыбачить и поедем домой. А сегодня все. Шабаш. Пока.